А далее, как реально обстоит ситуация с распространением коронавируса в регионе. С одной стороны, число заболевших в ежедневной статистике снижается. Но в то же время ходят слухи, что следует ждать второй волны пандемии. И чуть ли не с 20 сентября в республике ужесточат условия карантина. Ольга Коняева встретилась с министром здравоохранения, чтобы из первых уст узнать, насколько правдивы эти разговоры. Мир живет в новой реальности, в соседстве с COVID-19 и соблюдая санитарные правила. Новая глобальная миссия – коллективный иммунитет против коронавируса. 172 страны в поисках вакцины. В списке зараженных уже больше 25 миллионов жителей планеты. Россия остается четвертой по количеству заболевших. На этом фоне открываются границы с другими странами. Начали работать образовательные учреждения. Роспотребнадзор дал добро даже на очную работу возрастных преподавателей вузов. До сих пор им было запрещено выходить на улицу без особой причины. Так ждать ли нам второй волны? Мнения экспертов разделились. Те тенденции, которые мы видим по снижению заболеваемости в республике, они не предполагают второй волны коронавируса. Мы видим устойчивое снижение заболеваемости. На данный момент по числу заболевших в начале сентября мы ниже, чем были в начале апреля или в апреле месяце, практически в 3 раза. Поэтому ждать, конечно, и быть готовым надо ко всему, но в то же время мы на данный момент таких тенденций не видим. Хотя еще 5 месяцев тому назад было все иначе. В начале апреля Коми вышла в антилидеры по числу инфицированных. Главным очагом стала больница Эжвы. О ситуации говорили все федеральные каналы. В мае ситуация начала меняться. Владимир Уйба использовал в борьбе с новой болезнью научный подход. Опыт 3 научных школ. Была разработана уникальная математическая прогнозная модель, с помощью которой регион планировал потребности в коечном фонде и прогнозировал этапы снятия ограничений. И результат не заставил себя ждать. Коми переучила эффективно бороться с вирусом более 3000 медиков, как врачей, так и средний медперсонал. Они были направлены в наиболее пострадавшие города и районы. Их опыт, новое оборудование, дополнительные средства защиты, медикаменты позволили исправить ситуацию. Как осуществляются выплаты медработникам в социальной сфере, каково состояние коечного фонда и так далее и тому подобное, все, что с этим связано. Коечный фонд для размещения больных коронавирусом сегодня составляет 1472 койки. Начинали мы с 410, которые были расчетные, то есть 3,5 раза увеличили. Совместно с Минздравом России переучили более 3000 специалистов. Это врачи, средний персонал. И именно по программе дополнительного образования по борьбе с ковидом. Проведены стимулирующие выплаты медицинским работникам, сотрудникам учреждений социального обслуживания. Первое в России учреждение реабилитации переболевших коронавирусом в нашей республике. Это инициатива руководителя региона. На базе Ухтинской физиотерапевтической поликлиники уже до конца этого года 1100 пациентов смогут поправить здоровье и избежать осложнений коварного вируса, хронических заболеваний дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой системы. Реабилитация необходима особенно тем людям, у кого заболевание протекало в средней и тяжелой форме. Коронавирус поражает не только легкие, но и другие системы и органы человека. Высокий лечебный и восстановительный эффект обеспечивается за счет применения минеральных вод и сапропелевых грязей, полученных из природных источников Ухтинского района. Торжественная линейка только для 1 и 11 классов. Утренний фильтр, плавающее расписание, новые правила работы школ – это необходимость. Вынужденное отлучение от очного образования позволило оценить все его плюсы. Именно поэтому 1 сентября дети в школу направились уже с иным отношением к учителям, одноклассникам, системе образования. Все-таки нужно в стенах школы обучаться. Это в первую очередь дисциплина вырабатываться должна. Старший класс там еще может быть как-то на дистанционке справиться, а первый классик обязательно читаем. Предварительно во всех школах, вузах прошла генеральная уборка и дезинфекция. Были приобретены рециркуляторы воздуха. Определен новый распорядок дня и режим обучения. Обязательными маски, перчатки не стали. Ограничили передвижение классов по зданию. Мы начинаем учиться очно, и мы
не хотим уходить на дистанционный режим обучения. Но если все-таки случится так, что кто-то заболеет или будет контактный ребенок, мы будем жить в условиях, как жили раньше при эпидемии гриппа и ОРВИ. То есть случаи, возможно, один класс закроется на какое-то время на карантин. Два случая, 2 класса. То есть массово у нас нет в планах закрывать города, республику, все школы, все детские сады. Но это зависит опять-таки от нас, от того, как мы соблюдаем все меры профилактики. Медики уверены, дети в большинстве, как правило, относительно легко переносят COVID-19. Больше специалисты опасаются вспышки гриппа. В этом году 3 новых штамма. Вот что вкупе с коронавирусом может осложнить ситуацию. Дополнительный карантин к тому, что сейчас, к тем мерам, которые сейчас введены, пока не предполагается и никаких предпосылок к этому нет. Если увидим рост заболеваемости, если увидим серьезную ситуацию по гриппу и ОРВИ, тогда возможны разные варианты. В то же время мы сейчас уже начинаем вакцинацию от гриппа, она будет закончена до октября месяца. И в ноябре ожидаем поступления вакцины от коронавируса. Поэтому надеемся, рассчитываем, что эти меры они предотвратят негативное развитие ситуации. В условиях пандемии коронавируса иммунитет от гриппа нужен вдвойне. В плане привить не менее 60% жителей республики.